В рамках нашего проекта «Испытанное на себе» мы часто говорим о полезных оздоровительных процедурах. Это и омоложение, массажи, ипотерапия, кинезиотерапия. Но сегодня мы поговорим о целебной силе специально обученных собак. Кому же помогает канистерапия, узнаем сегодня. Испытано на себе. Собаки-терапевты – это уникальное средство реабилитации детей с особенностями развития. Канистерапия направлена на решение проблем социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями. Это направление имеет богатую историю за рубежом, в России же появилось недавно. Этот метод начал набирать популярность и у нас в столице. Сегодня его используют для того, чтобы помочь детям с ДЦП, аутизмом, гиперактивностью, проблемами со зрением или слухом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Секрет целебных свойств канистерапии заключается в том, что для ребенка собака выполняет функцию мотиватора. Она стимулирует его на активную работу и достижение успеха. На самом деле, используя собаку, специалист создает условия, в которых ребенок самостоятельно начинает и осуществляет действия, необходимые для тренировки. Это может быть нужное движение или слово, или привычка ждать своей очереди, делиться игрушкой, произносить команды, проявлять эмоции или же просто перебороть свой страх. При неврозах, депрессиях и проблемном поведении у детей канистерапия применяется как самостоятельная методика, так и совместная с психологом. Испытано на себе. Канистерапия – это совершенно не новая методика, ее внедряли еще в 60-е годы на Западе, но в Якутске это движение лишь набирает обороты. И, конечно же, в этом деле важны специалисты. Рядом со мной находится канистерапевт, это Олеся Эдиковна. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немного вашей истории, как вы стали заниматься канистерапией и почему именно сегодня вот именно ваш домашний питомец помогает воспитанникам школы. Добрый день. На самом деле не я пришла в канистерапию пришел мой ребенок. Поступив в эту школу в 1 класс, мой ребенок обучался кружку канистерапии. Канистерапию проводила Любовь Петровна Андреева. Это был ее метод, которым она обучалась в городе Санкт-Петербурге со своим питомцем Осфаном. Получив очень высокие результаты с ребенком, у моего сына пропала боязнь, он стал очень с удовольствием заниматься животными. И вот неожиданно у нас вообще, честно говоря, негаданно, нежданно у нас появился вот этот наш питомец Миша. Мы не планировали заводить собаку, его подкинули. Да вы что? Да. То есть вам подкинули вот такого Да. смешного. Смешного, с документами, с паспортом, собаку, да. Это очень интересно. Такие подкидыши, они, наверное, очень, Богом посланы вам, да? Вот, видимо, я тоже так думаю, что да. И наблюдая за своим ребенком, он стал заниматься тем, чем он занимается в школе. То есть у него 2 раза в неделю были занятия канистерапии в школе, вот с Любовь Петровной. И он, приходя домой, делал то же самое с Мишей. Это он обучил его быть канистерапевтом. Потом мы прошли дополнительную подготовку у Любовь Петровны. Она проверила все его навыки, насколько он подходит, насколько он не агрессивный, может общаться с детьми. Мы провели также ветеринарную полностью проверки. Канистерапевтом может быть только абсолютно здоровая собака, получающая все прививки. И вот после этого мы уже стали заниматься с детьми. То есть канистерапевт – это и вы, и собака тоже получает такой статус, как канистерапевт, правильно? Да, это обязательно документально подтвержденные факты. Это не может быть любая собака, потому что собака все-таки это животное, и неизвестно, что можно ждать от неподготовленного животного. Он может вызвать агрессию, может быть страх у собаки. Поэтому только подготовленное животное может быть канистерапевтом. Ну и сколько лет уже вот вы практикуете подобную методику, и насколько важно это на сегодняшний день, на ваш взгляд? Мы практикуем эту методику около 4 лет уже, по запросу. Мы не делаем это постоянно, то есть, да, мы приходим в школу по запросу детей, по запросу педагогов, да. Также мы проводили канистерапию в лагере для детей, для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. И это очень важная методика, так как она расслабляет детей, она позволяет им приспособиться к внешнему миру,
ребенок слабослышащий, он плохо выговаривает слова, и когда ему нужно, чтобы его поняла собака, он старается правильно и четко выговорить слово, чтобы собака его поняла и выполнила команду правильно. То есть здесь, помимо того, что развивается некая моторика, да, дети воспринимают, да, иначе, как-то вот животное, да, проходит боязнь, еще и произношение речи меняется у ребенка. Да, произношение речи дети прилагают усилия для того, чтобы правильно выговорить слова, потому что собака не понимает, если неправильно говорить. И еще какие плюсы можно отметить у ребят, которые проходят вот такой курс канистерапии? Ну, канистерапия вызывает ответственность перед животными. Это в первую очередь очень важно. На самом деле не все дети могут себя правильно обслуживать, а тут, если у тебя есть собака, да, это появляются обязанности, которые его нужно покормить, его нужно погулять, его нужно помыть, сводить к ветеринару. Очень достаточно много обязанностей по ним появляется. Вот у моего сына, ему сейчас 13 лет, да, полностью этой собакой занимается он. Единственное, при проведении занятий я помогаю ему проговаривать, так как у него тоже немножко есть проблемы с речью, и говорить, чтобы было понятно детям, он не может. Давайте поговорим немножко о Мише. Бывают ли такие случаи, что вот он отказывается вообще работать с детьми и просто вот лег и не хочу? Или все-таки он уже как-то тоже больше живет этим, и ему это необходимо как воздух? На самом деле таких случаев не было. Он спокойно выполняет все, что говорят дети. Единственное, он может и недопонимать того, что они говорят, но вот команды выполняет и никогда не отказывается работать. Вообще, если берешь дома поводок, он с удовольствием собирается и уже ждет быстрее у двери, когда же мы пойдем уже работать. То есть основная вот методика заключается в чем? В том, что дети обучают командам, правильно? Или все-таки есть еще какое-то направление? Основная методика – это не дети обучают команды, а именно взаимодействие человека, ребенка, да, с животным. То есть тут даже не столько важно, сколько он знает команды и правильно ли он их будет выполнять, насколько важно вот именно вот это общение с животным. Потому что зачастую сейчас у многих детей, тем более с инвалидностью, нету домашних животных, так как это особые обязанности. И вот это вот общение, которое успокаивает, к чему-то тоже обязывает ребенка, да, оно на самом деле очень важно. Не обязательно, канистерапия – это не обязательно тактильная, да, то есть можно проводить иногда канистерапию, например, картинками, фильмами о животных, да, рассказать о породах собак, какую функцию они выполняют. Ведь собаки не только канистерапевты, у них же еще много других профессий. Да, например, в аэропортах, наверное, все видели собак, да, и на самом деле очень много Это что Не нравится кто-то ему. Нет, Здесь просто прячутся, поэтому. Ну-ка, садись. все-то он ощущает, все-то он чувствует, да? А вообще, вот чем вы его кормите, чем вы его мотивируете все-таки к прилежному поведению? На самом деле я даже об этом особо не задумывалась, потому что канистерапевт, он и либо, ну то есть даже из помета, когда отбирают, да, они сразу их видят, кинологи. Они спокойные, ну, даже щенком можно отличить. Его не нужно ничем мотивировать, он сам по себе такой. А вообще вот обучение сколько длилось? Вот как долго вы его прививали это, ну, с помощью Данила? На самом деле это как-то само собой получилось. Вот то, что он делал в школе, он приходил домой и повторял с Мишей дома. И буквально я бы не сказала, что это было долго, месяц-два, и он уже сам научился. Знал все. Да. А далее, есть ли какие-то еще у него планы на будущее? Возможно, вы ездите на какие-то курсы, может быть, еще что-то, или же ведете какие-то, может быть, новые какие-то команды, или еще, может, какой-то процесс новый? Ну, команды потихонечку все равно вводим, да, как бы появляются новые. Но, например, Миша не может делать такие команды, которые воспитываются, ну, только щенки, да, может, то есть вот эти принеси, да, подай лапу, этому можно щенков научить, он вот этому не учит. Ну, то есть есть такие команды, которые он не может выполнить, потому что он к нам уже появился, у нас уже взрослый. Так, хорошо.
На самом деле, те, кто общается с Мишей, у них автоматически пропадает страх, потому что он очень спокойный, и бояться его действительно сложно. Он немножко посидит, немножко успокоится. Он чувствует очень хорошо людей, да. Если его человек боится, он сядет и спокойно полежит, и, то есть, подаст ребенку, человеку к себе привыкнуть. Вот. Ну и есть большая разница, он, конечно, дома ведет себя не так, как на работе, он приходит, дома-то он может полаять. Но тут вот, допустим, за 1,5 часа, пока мы тут находимся, он даже ни разу уже не тяфнул, никто не слышал, что он лает. А дома он может, да, потому что он там хозяин. Вот так, то есть знает, как вести себя на работе, знает, как вести себя дома. Да. Отлично, но давайте, дорогие друзья, уже посмотрим, как же проходят уроки по канистерапии, ну и, конечно, пообщаемся с учениками Республиканской специальной коррекционной школы-интерната. Испытано на себе. Для занятия канистерапией сегодня нам понадобится, конечно же, канистерапевт Миша, он уже готов. Также нам сегодня нужны будут обручи, 2 маленьких стульчика и вот такая досточка. Ну а как это все будет работать, испытаем на себе. Испытано на себе. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы пришли к вам с Мишей. Миша канистерапевт, он работает с детьми. Канис – это собака, терапевт – это врач. Все же знают, что терапевты – это врачи, вы все ходите к врачам. Так вот, Миша – это канистерапевт, собака-врач, который лечит своими эмоциями, да, прикосновениями, да. Но никто ничего не делает просто так, вот он делает свои команды, выполняет за печеньки. Теперь мы покажем то, что мы умеем. Миша, иди сюда. Миша. Миша, иди сюда. Сидеть. Ага. Сидеть. Сидеть. Иди сюда. Сидеть. Угу. Иди сюда. Сидеть. Вот, молодец, сидеть. Правильно, то есть мы ему даем угощение только после того, как он правильно выполняет команду. Он тоже, как и все, может там филонить, но лежать. Кругом. Кругом. Еще кругом. Еще кругом. Еще кругом. До конца. Еще молодец. Еще молодец. Еще. Молодец. Лежать. Лежать. Замри. Миша, замри. Молодец. Молодец, Миша. Иди сюда. Угу. Миша, лежать. Лежать. Миша, лежать. Лежать. Ползи. Ползи. Миша, лежать. Ползи. И вы можете сейчас, вот вообще канистерапевт, он же работает с детьми, и вот все, что я сейчас делаю, вы можете сделать сами. Угу. Давай, молодец. Давай еще. Еще давай. Угу. Молодец. А? Нет, он сам гуляет. Мы живем в частном доме, и он, когда хочет гулять, он говорит, что он хочет гулять. Ну, встает возле двери и говорит. Миша. Угу. Молодец. Давай еще. Ну, давай еще. Испытано на себе. Миша, сидеть.
черт, что-нибудь скажи. Давай ему что-нибудь посложнее. Кругом. Кругом. Танцуй. Танцуй. Мгм. Но Следующий. Давай. Опа, обратно. Опа. Ой. если вот детки боятся, да, вот что он прикусит, можно на ладошку давать вот так. Он тогда аккуратно. Давай. Крути. Поближе. Теперь крути. Ой. Пока думала, Миша уже все сделал. Держи. Ты ручкой же вот так должна была крутить, помнишь? Мгм. Давай. Давай. Лежать. Кругом. Оп. До конца. Вот так даешь, смотри. Если боишься, вот так. Танцуй. Танцуй, скажи. Громко скажи. Не. Сейчас покажешь. Миша, танцуй. Давай, Миша. Оп. Оп. Миша. Ты, если боишься, На ладошки дай. вот сюда на ладошки положи. Вот так, не бойся. Оп. Ай, молодец. Все, молодец. Ага. А теперь я хотела сделать Покажите. немножко такое. Ребята, давайте мы зачем принесли много обручей, да? Да. Давайте, ребята, идите сюда. Вставайте. Держи. Идите сюда, скорее, подойдите сюда. Иди сюда. Поднимай. Катика. Давай. Поднимайте, поднимайте, ребята. Пусть ведет его, ну, сможет. Очень хорошо было. Сейчас получится, наверное. Слишком высоко не поднимать. Угу. Вот, и теперь обратно давай. Давай ты, веди обратно. Айлан, чуть-чуть подними, пожалуйста. Если Миша? и помогите ему тоже. Возле Ага. носика покажи ему. Миша, Вот все. давай. Оп. Оп. Еще. Дальше. Иди. Молодец. Давай, показывай. Дальше. Дальше показывай. Да, показывай, показывай. Ага, давай еще. Опа. А теперь ты давай. Давай, Миша. 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 Давай громко. Миша, Миша. иди сюда. Хоп. 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 Давай. Вот она, все. Окей. Понравилось, ребята? Испытано на себе. Рядом со мной находятся воспитанники 2 класса Республиканской специальной коррекционной школы-интерната. И сегодня вместе с ними мы провели такой небольшой урок канистерапии. И давайте узнаем их эмоции. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Вот, молодцы. Чем вам понравился Миша? Какой Миша? Нормальный. Нормальный такой, да? Хорошо. Какой тебе Миша показался? Миша Милашка. Милашка. Хорошим. Умный. Добрый. Добрый. Хорошо, ребята. На уроках как себя ведете? Хорошо? О,
Да. Хорошо? Да. А что делаете на уроках? Как с собачками работаете? Нет, с собачками как работаете? Что делали с собачкой на уроке? Что делали? Крутили, танцевал он, и лежал, и сидел, и крутился. Крутился. Хорошо. У тебя есть собака? Да, есть. Она умеет делать так? Нет. А ты ее научишь? Да. Научишь. У нас тоже есть собака, пудель. Она так умеет. Так умеет тоже делать? Собака, ладно, Хорошо. Так, смотрите, как вы думаете, Миша какую пользу приносит? Что он может дать вам? Что хорошего Миша может сделать для вас? Сидеть и радоваться. Радоваться? Хорошо. Еще что Миша может сделать для вас? Миша может нас радовать и вылечать. Вылечать, умница. То есть он лечит вас, да, Миша? А как он вас лечит? Что у вас появляется? Он дрессируется, и мы радуемся так и смеемся. Миша может делать, сидеть, лежать, крутиться, ползать. Это нас дает радоваться. Радоваться. Счастье приносит Миша, да? Да. Вам нравятся такие уроки? Да. Как часто хотите, чтобы каждый день такие уроки были? Да. Каждый день вам такие уроки надо? Да. Хорошо. А как думаете, кошки умеют так делать или только собаки? Собаки только. Только собаки. Почему только собаки? Потому что кошки зарапаются. Почему только собаки так умеют лечить? Потому что они знают все по команде. Только собаки умеют так по команде, да? Когда еду берешь, они делают все по команде. Как вы думаете, а слон умеет так лечить или нет? Слон умеет так лечить? Нет. Никогда не научит, да? Только собаки, да? Ну, потому что собаки хотят вкусняшек, они слышат и все делают. У тебя есть собачка? Нет. Хочешь собаку? Наверное. Наверное. Но ты же ее боишься, ты ее трогать даже боялся. Ну, все равно не страшно, да, уже? Добрые собаки – это хорошие собачки, да? Ну. Так, ну что, давайте скажем Мише спасибо. Готовы? Да. Спасибо, Миша, скажите, окей? Готовы? Раз, два, три. Спасибо, Миша! Ай, молодцы. Испытано на себе. Мы решили поговорить с заместителем директора по воспитательной работе о той самой положительной динамике, которая уже отслеживается у учеников Республиканской коррекционной школы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вы уже имеете опыт, да, работы с собаками, да, и как вы оцениваете вот тот самый положительный эффект? Вообще, этот уникальный проект «Канистерапия» впервые начал свою работу именно в нашей школе. У нас был дефектолог, квалифицированный кинолог Любовь Андреевна Петрова. Она была как раз-таки идейным вдохновителем и инициатором этого проекта. И с тех пор можно как-то наблюдать их динамику. Да? Ребята на занятиях учатся устанавливать контакт. Да? У них появляется ощущение безопасности, и они учатся брать на себя ответственность за домашних животных, и у них значительно уменьшается чувство тревоги. Ну, то есть в этом случае, конечно, ребятам это жизненно необходимо, да, потому что все-таки ваши ученики, они в этом нуждаются, да, вот в той самой какой-то опоре и поддержке, да, восприятии мира иного какого-то, да? Да, конечно, обязательно нашим детям нужна такая поддержка, и очень хорошо, что в этом году мы возобновили вот эти вот занятия канистерапией именно с Олесей Эдиковной, с председателем нашего родительского комитета, и у нас впереди очень много планов. То есть, а до этого, вы говорите, у вас была другая собачка, да, и совершенно другой куратор, да? На сегодняшний момент у вас вот только один, да, человек, кто работает по этой методике, или еще есть люди? Ну, к сожалению, занятия по канистерапии у нас пока не проходят, и проходят у нас только по запросу именно с Олесей Эдиковной.
То есть, но в планах есть это введение этого предмета как в постоянную программу, да? Да, в течение года мы в рамках еще проекта «Обнимая сердцем», в рамках нашей совместной работы с родителями, мы хотим продолжить эту работу уже с этого года. Испытано на себе. Врачи утверждают, что взаимодействие с подобными собаками, они, конечно же, способствуют развитию умственного и эмоционального развития, ну а также улучшают двигательные функции. Испытано на себе. Рядом со мной находится Данил Кондратьев. Ему 13 лет. И именно с него, можно сказать, началось такое новое веяние канистерапии в нашем городе. Потому что этот мальчик сначала ходил на уроки канистерапии очень много лет, затем приходил домой и научил свою собаку тем самым командам. И сегодня он делает различные презентации, он проводит те самые уроки, потому что канистерапия помогла ему раскрыться, как-то воспринять этот мир иначе. Ну а сегодня он помогает ребятишкам. Здравствуй, Данил. Здравствуй. Расскажи, покажи нам, как ты работаешь со своей собакой и как ты ее обучаешь. Но и самое главное, я хочу тоже научиться. Собаки это одевать это собаки, лежать, сидеть, танцевать. Давай вместе попробуем. Давай. Миша, иди сюда. Миша, пошли. Так, первую команду какую будем учить? Говори. Сидеть Сидеть? Как ты учишь сидеть? на печеньке. На печеньке. Давай. Миша, сидеть. Сидеть. Есть, хорошо. Так. Давай попробую я. Давай я попробую. Давай. Так, сюда его зазовем. Миша, Миша, иди сюда. Сидеть. Почему он лег? Так, Миша, сидеть. Миша, сидеть. Миша, Миша, сидеть. Ай, молодец. Ой. Так, хорошо. Еще какие команды знаешь? Лежать. Лежать, давай, обратно. Миша, иди сюда. Иди сюда, пожалуйста. Так. Миша, иди сюда. Мгм. Иди сюда, Миша. Ну, Мгм. лежать. Миша, лежать. Молодец. Только не кусай. Вот так. Прыгай. Прыгай. Миша, апорт. Оп, молодец. Миша, апорт. Миша, апорт. Ай, молодец. Миша, апорт. Моя очередь. Давай. Давай. Так. Миша, иди сюда. Миша. Прыгай. Молодец. Обратно, Миша. Давай, давай. Ай, молодец. Еще. Ай, молодец. Ай, молодец. Все, на. Умница. Так, все. Мне очень нравятся собаки, и собаки это мой хозяин, которого он научить, дрессировать, поиграть. Всех может собаки играть. Мне так понравилось. Огромное спасибо. Пожалуйста. Спасибо тебе, Данил. Вот такой он, канистерапевт Миша. Очень забавное, умное и доброе существо. И сегодня он поработал почти 1,5 часа во время нашего проекта «Испытан на себе». Действительно устал, да? Устал, мой хороший, уже хочет отдохнуть. Но на самом деле уроки по канистерапии длятся обычно 30, максимум 40 минут. Но сегодня это животное выдержало в 3 раза больше. Мы тебе благодарим, Миша. Ну а всем вам желаем, самое главное, здоровья.